Проблемы позади. По улице Рабочая проложили 350 метров гравийного покрытия. Теперь лужи, пыль, грязь и ямы остались в прошлом. Ремонт дороги провели после обращения к главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову во время прошлогодней прямой линии, жительницы Дагмары Арчаковой. Женщина говорит, что раньше это была полоса препятствий. Больше всего дети страдали у нас из-за дороги. А как вы справлялись? У кого машины, дети, кто-то пешком ходит, а кто-то на машинах. У кого родитель машины, они возят, кто-то возит детей на машине. Наверное, из-за того, что пешком дети часто ходили, и обувь портилась, да? Конечно, и обувь, и дети грязные, и мама недовольная бывали. Все вместе бывало. Ну, сейчас уже полегче стало, да? Полегче стало. Вот на наши рабочие полегче стало, потому что нам хоть немножко подровняли дорогу. Нашему президенту Баркалу, что положили нам дорогу, что начали ремонты там делать. В ремонте эта дорога нуждалась давно, обновлений не было более 40 лет. Тамара Мартазанова проживает здесь с 1978 года. Говорит, дорога на глазах разрушалась с каждым днем, а загруженность тем временем, наоборот, возрастала. Состояние дорожного полотна до недавних пор оставляло желать лучшего. Руководитель субъекта дал четкие указания местным властям решить вопрос. Раньше здесь не было даже протоптанной дорожки. Сегодня же условия позволяют спокойно добираться до места назначения и автомобилистам, и пешеходам. Родители школьников и дошколят не нарадуются. А какие проблемы возникали? Тяжело было, да? Строители, прежде чем приступить к уплотнению гравийной смеси, заблаговременно провели систему водоотведения и газоснабжения, чтобы потом не пришлось переделывать. Как сообщают в администрации муниципалитета, на этом работы не заканчиваются. В конце улицы еще мы должны там высыпать гравий, там еще немножко должны там отремонтировать это. Просто не успели, потому что все карьеры закрыты у нас в районе. Провести гравий очень большая проблема, вот поэтому у нас задержка была чуть-чуть. Власти региона уделяют большое внимание развитию инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. С последней прямой линии главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова прошел почти год. По ее итогам решены проблемы с водопроводной линией, отреконструировано множество улиц в городах и селах. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магас 24.